Работают так, что искры летят. Отточено каждое действие, своеобразный конвейер. Благодаря этим ребятам тепло родного дома в зоне спецопераций чувствуют наши бойцы. Студенты агропромышленного техникума начали варить печи-буржуйки с самого начала спецоперации. Сегодня к отправке готовят третью партию. Здесь мы варим, получается, печки, учимся, как кружок идет. Из инструментов болгарка, штангенциркуль и маркер. Второкурсник Юрий Басович сегодня отвечает за изготовление трубы. Конструкция должна быть выверена до миллиметра. Моя работа заключается в том, сделать трубу для того, чтобы труба достигла до верхней части, чтобы дышать где было удобнее, чтобы не было никаких дымов, не было даже каких-нибудь углей чистых. Мы занимаемся печкой для военных, для того, чтобы они были наготове, согрелись в теплом месте и были, конечно же, сыты. И самое главное, это мы делаем для нашей победы. Топка, камера сгорания, дымоход. Все чертежи для изготовления печей разрабатывают преподаватели техникума. Схемы меняются в зависимости от металла, который есть в наличии. Печи сначала были круглой формы. Социальные партнеры нам предоставляли трубу. Соответственно, из этой трубы мы изготавливали печи круглые. Сейчас металл нам поставила тоже социальный партнер. Листовой металл. Вот из листового металла мы уже делаем печи прямоугольные. Изготовлением печей ребята занимаются в кружках и в свободное время. Готовы трудиться на благо Родины даже в выходные дни. Студенты инициативно, они могут тебя и в выходной день позвать поработать. То есть, как правило, у нас среда выходной на кружке, но они и в среду готовы приходить, и в субботу. Когда-то бывает, что необходимо поработать подольше. То есть машина в ближайшее время уезжает, то есть поторопиться. Перед Новым годом у нас был аврал. Чтобы железная печь была по-настоящему полезна, она должна быстро нагревать помещение, сушить вещи, обеспечивать бойцов кипятком в любое время. Обязателен антиугарный режим. Буржуйки разработаны специально для блиндажей и подвалов, где наши бойцы оборудуют пункты временной дислокации. После всех этапов и 12 часов работы ребята получают вот такую печку. Буржуйка надежная, сваренная из 6-миллиметрового металла и идеально подходит даже для севера, а ее вес более 30 килограммов. Металл закупают и на средства фонда «Все для победы». Помогают Народный фронт и с отправкой. Доставляют печи только в те подразделения, где их не может обнаружить тепловизионное оборудование противника. Вот эти печи ребята, обучающиеся в данном техникуме, изготовили и уже скоро будут готовы к отправке. Печи очень хорошие, из толстого металла, компактные и в то же самое время они мобильные, потому что их можно перенести в любое время с собой при передислокации. Мы благодарим, большое спасибо, говорим большое спасибо всем жителям, кто поддерживает ребят, кто поддерживает сбор Народного фронта «Все для победы». И, конечно же, студентов, которые не остались в стороне и выявили возможность, нашли такую возможность и проявили большое желание принять участие в изготовлении этих печей. За свою работу студенты денег не берут, зато готовы принять железо, из которого сварят очередную партию блиндажных печей. Их очень ценят наши бойцы, ведь холодное время года на фронте без них никуда. Дарья Вологжанина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.